Ремонтно-восстановительные работы проводятся в 4 корпусах Амра, Бзыб, Золотое Руно, Колхида с декабря прошлого года. Основные работы завершены, и они заключались не только в наведении лоска. Речь идет о перепланировке практически каждого номера, благоустройстве в соответствии с нынешними требованиями туристической индустрии. В каждом номере запланировано и осуществляется обустройство санузлами. Идет полное приобретение инвентаря, оборудования. Уже, в принципе, все приобретено для полного оснащения номера. Строительные работы вышли уже на завершающий этап именно строительно-монтажных работ. Планируем до окончания этого месяца. Возможно, несколько дней придется перейти в май месяц, завершить строительно-монтажные работы. И май месяц мы планируем на отделочные работы и установку всего оборудования. Объединение пансионатов курорта Пицунда – туристический комплекс, состоящий из 7 14-этажных корпусов. Год за годом этот восхитительный уголок Абхазии приходил в упадок и уже не мог функционировать далее без модернизации номерного фонда. Рауль Хаджинба осмотрел корпуса и увиденным остался доволен. Говорить о таких огромных масштабных реконструкциях и деньгах, которые могли бы быть использованы в этих работах, конечно, не приходится. Но то, что сделано на сегодняшний день по планам руководства курорта, это достаточно серьезная работа. И я надеюсь на то, что по времени они, как и сами говорят, к курортному сезону, к началу успеют все эти работы завершить. Те, кто знает, в каком состоянии курорт был в прошлые годы, да и в советские времена, этот курорт, даже при том, что он был объектом и достаточно новым по тем временам, но сервис и состояние комнат, конечно, желало совершенно другого. Вдохновляет то, что работы, которые проводятся сегодня, создадут совершенно другой имидж этому курорту. В одном корпусе более 150 номеров. Лишь в одном из них за счет сохранения номеров люкс количество уменьшено на 13. Ценовая политика также претерпела некоторые изменения. В этом сезоне один номер будет стоить в среднем около 2000 рублей. Руководство комплекса, конечно же, ожидает хороший сезон. И именно с этим расчетом и были начаты работы по реконструкции пансионатов. Даже старая мебель? Мебель у нас приобретена была 2-3 года назад. Мы по большей части будем эксплуатировать эту мебель. Докупаем необходимое количество, потому что будем в эксплуатацию еще 14 этажи. В остальной части в каждом номере будет телевизор, в каждом номере будет холодильник, в каждом номере будет кондиционер, бесплатный интернет. Изменения коснутся и прилегающей к объектам территории. Работы по ландшафтному дизайну уже начаты. В ближайшее время сосновый заповедник курорта пополнится многолетними насаждениями. Все контракты на поставку саженцев заключены и оплачены. Со дня на день ждем поставку материала. Выехали по территории, начиная от ворот и дальше прилегающая территория, которая будет благоустраиваться. Будут произведены высадки многолетних насаждений и однолетних насаждений. И помимо этого планируется хотя бы как минимум произвести досадку вокруг корпусов, где производится ремонт. Достаточно разнообразная инфраструктура курорта Пицунда в скором времени пополнится еще одним объектом, которого до этого никогда не было в Абхазии. Пицунский дельфинарий пока еще не работает. Он откроется для посетителей в начале курортного сезона. А самих дельфинов у берега моря можно увидеть уже сейчас. Одновременно курорт Пицунда принимает более 2500 человек. Несмотря на то, что начало курортного сезона еще впереди, путевки уже поступили в продажу. Руководство профильного министерства уверено, что все работы будут завершены в срок, и внедрение новшеств принесет известному курорту Абхазии большую пользу. Главное, что, я думаю, мы все эти работы успеем сделать к сроку. Курортный сезон мы проведем на хорошем уровне. Здесь все эти работы мы проведем вовремя. Это самое главное, из того, что мы сегодня видели. Далее президент посетил тепличный комплекс по выращиванию томатов. Рауль Хаджинба принял участие в официальной церемонии открытия объекта, который строился более 3 лет. На 5 гектарах могут произрастать около 5 видов томата. Сам тепличный комплекс построен по современным голландским технологиям. Производство полностью автоматизировано.
В нем задействовано около 70 сотрудников. В теплице президенту показали и жилище пчел, этакий современный улей. Завезенные специально для опыления томатов, эти насекомые преспокойно летают в плюс 27. Температура в теплице приравнена к тропической. Так томат лучше растет и быстрее созревает. Все вокруг предельно стерильно. В халатах все, начиная от президента до журналистов. Ведь за стеклом тепличный помидор, который может погибнуть от любой бактерии. Тепличный комплекс представляет собой государственно-частное партнерство, где частными инвесторами стали два турецких предпринимателя – президент и вице-президент Пекан Холдинг. Генеральный директор – гражданин Абхазии Ибрагим Авицба. Часть финансирования была осуществлена за счет инвестиционной программы. Откровенно говоря, это хорошо сделанная работа. Есть вопросы, связанные с отоплением, охлаждением и в жару, и зимой. Все это, как говорится, предусмотрено здесь достаточно очень четко. Но была возможность совершенно другого подхода. Здесь все делается за счет электроэнергии. Когда можно было бы в условиях Восточной Абхазии многие работы совершенно по-другому подвести к тому, чтобы вот такого рода хозяйства были бы рентабельностью совершенно по другим цифрам. Но, к сожалению, я еще раз говорю, есть та ситуация, но я надеюсь на то, что это не испортит общую картину тех работ, которые уже сделаны. И я надеюсь на то, что это будет тоже выгодно для нашего государства, создаст условия для того, чтобы были дополнительные рабочие места. И верю в то, что такие работы должны иметь место во всей Абхазии. Для экономики Абхазии подобные объекты, конечно же, подспорье, уверен министр сельского хозяйства Республики Тимур Эшпа. На его взгляд, таких проектов должно быть больше. Подобные хозяйства нам нужно обязательно развивать не только здесь, в Пицундах, но и по всей территории Абхазии. С одного корня помидора, растущего так непривычно для нас в маленьком горшочке, собирают в среднем около 60 килограмм. Продукт полноценный и очень даже полезный, уверен агроном комплекса Анатолий Корецкий. С такими томатами он работает уже более 12 лет, и вся семья, вплоть до малышей, ест их всегда с удовольствием. Преимущество то, что оно не в земле, это раз. Оно растет в минеральной вате. Другое, что имеется, просто ей подается смесь, которая как дается бэби вместо материнского молока. Все подсчитано до миллиграмм. С малых лет мои дети даже зеленую помидору начинается. Как она уже поспевает, так чуть-чуть, так они ее уже едят. Высокотехнологичных теплиц, подобных этой, в Абхазии должно быть десятки, уверен вице-президент Абхазии Виталий Габня. Этот объект заполнит абхазский рынок томатами, и у нас больше не будет необходимости завозить их из-за рубежа. Этот проект порядка 4 лет реализую, где могли по своим номинальным мощностям и в 1,5 года максимум продукцию высадить. Все это упиралось в отсутствие понимания со стороны, что ли, администрации на местах, самой власти. Мы дали им полный ход. За счет одного комплексного плана понятно же, что мы Абхазию не поднимем. Нам необходимо создать условия для того, чтобы шел сюда бизнес, шел экономический резидент. И плюс, конечно, это как необходимое условие, нам нужна докапитализация банков для того, чтобы давать кредиты на средний бизнес, давая возможности нашим ребятам быть конкурентными, а не только обхаживать тех, кто может вложить в Абхазию со стороны. Работа теплицы не связана с сезонностью. Помидоры здесь будут выращивать круглый год. Инвесторы планируют открыть подобный объект и в других районах Абхазии. Нисфаршба, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.